Дорогие телезрители, здравствуйте! 13:00 на часах. Это значит, что программа «Твой день» начинает свою работу в прямом эфире. В студии я, Асель Аскербекова. Как всегда, быть с вами очень-очень рада. Усаживайтесь поудобнее, ведь сегодня вас ждет очень интересный выпуск. Тем временем на календаре 1 апреля, начало второго месяца весны, и погода, кстати, уже заметно радует. 7 градусов тепла на столбике термометра. Солнышко, чистое небо, красота в общем. Ну и, конечно, сегодня понедельник, начало новой недели. Надеюсь, вы за выходные набрали сил и вдохновения для свершений на новой неделе. Кстати, по номеру 55 76 40 вы можете дозвониться до студии и рассказать, что интересного было в вашем уикенде, или просто передать приветы или поздравления своим родным и близким. Я все прочитаю и всех поздравлю. Еще раз, куда звонить и писать, вы видите на экране. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Ну а пока вы дозваниваетесь, мы прервемся на музыкальную паузу. Мы снова с вами, Асель Аскербекова, в студии. Какой сегодня праздник? Наша традиционная рубрика «У тебя спина белая». Сегодня эту фразу, думаю, многие, как и я, услышали не раз. 1 апреля отмечается сегодня Международный день юмора и смеха, или, как еще этот день называют, День дурака. Версий возникновения этого праздника множество, но вот интересную версию представляют жители Великобритании. Якобы 1 апреля 1698 года аристократов Лондона пытались разыграть, приглашая их посмотреть увлекательное зрелище. Это зрелище было умывание львов в королевском зверинце Тауэра. Однако леди и джентльмены были разочарованы, когда прибыли на мероприятие, на котором их ожидал обман. Ничего не было. А вот розыгрыши до Москвы дошли в 1703 году. Тогда в ней и состоялся первый массовый первоапрельский розыгрыш. Как вы думаете, каким он был? На улицах города глашатаи зазывали горожан посетить неслыханное представление. В указанном месте собралась огромная толпа зрителей. Когда перед людьми распахнулся занавес, они изумились, увидев лишь надпись на огромном полотне. Этой надписью было «1 апреля, никому не верь». Вот, кстати, откуда эта фраза. Розыгрыши дошли и до наших дней и шутят везде, даже на телевидении. Так, например, 1 апреля в 2008 году всем известная телекомпания BBC сообщила своим зрителям о том, что пингвины научились летать. Представляете? Эта телекомпания, показала ролик, который запечатлел это чудо. Правда, спустя несколько минут BBC объявили, что это была первоапрельская шутка. Представляете, даже такая серьезная телекомпания не упускает возможность подшутить над своими зрителями. Кстати, еще ранее они также разыграли своих зрителей. Также 1 апреля, только в 1957 году, они показали британскому зрителю репортаж о большом урожае спагетти в Швейцарии. В сюжете местные фермеры срывали макароны с деревьев и складывали их в свои корзины. Впрочем, как вы поняли, и это тоже была шутка. Ну и, наконец, дорогие зрители, обижаться на первоапрельские розыгрыши считается дурным тоном 1 апреля. Лучше отвечайте взаимностью. Главное, чтобы розыгрыши были добродушными и не причиняли никому вреда. Давайте пока просто отдохнем и послушаем песню, которую уже оценили сотни тысяч слушателей. Интересно, что там? Программа «Твой день», Асель Аскербекова в студии. Продолжением о праздниках. Какой сегодня праздник? День математика также отмечается 1 апреля. Праздник посвящается всем специалистам из мира вычислительных наук. Именно их труды лежат в основе экономики, программирования и цифровых технологий. Всех математиков с праздником. А не менее важный праздник наряду с Днем математика отмечается сегодня. Это Международный день птиц. Празднуется он тоже 1 апреля. Это интернациональный экологический праздник, и его цель – это сохранить видовое разнообразие и численность птиц. Он возник в американском штате Пенсильвания как детский праздник в 1894 году. Вскоре, получив большую популярность благодаря СМИ, он начал массово проводиться во всех штатах США. Затем пришел в Европу. И сегодня Международный день птиц проходит во всем мире. Кстати, проходит он в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Так вот, дорогие зрители, давайте беречь наших пернатых братьев и не только пернатых. И прямо по праздникам пробежимся. День посадки деревьев проводится сегодня в Танзании, а вот в Японии 1 апреля шумно и весело. Там празднуют фестиваль танца Мияко Одори, на котором гейши и ученицы Майко танцуют в своих лучших нарядах.
День хлеба на закваске отмечается сегодня. Вау! Кстати, кто знает хороший рецепт, обязательно поделитесь, расскажите в прямом эфире. Номера вы видите на экране. День 1 цента и день рождения доллара. В 1778 году его создали. Празднуются также сегодня. И еще одна вещь, так же как и деньги, то, без чего я не могу представить свое существование, это кофе. Только вот сегодня день растворимого кофе. Кстати, давайте узнаем 8 фактов о пользе и вреде этого напитка. Какими были праздники на 1 апреля? А какой сегодня день в истории? Давайте узнаем. В 1967 году, 1 апреля, в Москве состоялась премьера фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Кто знает эти фильмы? Идея комедии возникла у режиссера, когда он прочитал статью о том, что влюбленный джигит выкрал девушку из родного дома. Так, в январе 1966 года начался подготовительный период кинопроизводства. Непосредственно уже съемки картины начались 22 апреля 1966 года. Они проходили в павильонах Мосфильма, а также в Крыму и в районе Красной Поляны, ну и также в Абхазии. Фильм имел колоссальный успех. В 1967 году его посмотрели 76 миллионов 54 тысячи раз. 76 миллионов советских зрителей, извиняюсь. Между тем, еще один важный день выпал на 1 апреля. Все случилось в 1976 году. Тогда и была основана компания Apple Computer. Ее создали всеми известный Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн. Кстати, первый компьютер Apple они собрали в гараже семьи Джобса. Еще один прорыв в области техники: в продаже появилась первая посудомоечная машина. Это 1889 год. Ее изобрела американка Джозефина Кокрейн, правнучка изобретателя парохода Джона Фитча и дочь инженера Джона Гарриса, который прославился разработкой гидравлического насоса. Несмотря на высокую по тем временам стоимость в $150, устройство пользовалось успехом у покупателей. Сегодня, 1 апреля, празднуется также очень важный день для мира литературы. Праздник такой. 1 апреля в 1809 году родился великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Жизнь гениального русского прозаика, драматурга и писателя была покрыта тайнами. Нет, его жизнь была скорее сплошной тайной, ровно как и его смерть. История, покрытая мраком. По сей день никто не может узнать истинную причину смерти писателя. По официальной версии, Николай Васильевич умер в 8 часов утра 21 апреля 1852 года в Москве. И напоследок, сегодня, 1 апреля в 1890 году, запатентовали первый троллейбус. Патент на изобретение получил бельгийский эмигрант Шарль Ван де Поль. Он создал троллейбусный ролик, токоприемник. Этот токоприемник снимал напряжение с электропроводов с помощью колеса и штанги, которую установили на крыше. Но тогда этот механизм не получил широкого распространения. А страной рождения троллейбуса все-таки стала вообще Германия. Изобрели троллейбус в Германии в 1882 году. Этот безрельсовый трамвай спроектировал инженер Вернер фон Сименс. Тогда троллейбус называли электромод, сокращенно от электрического мотора. Вот такими событиями 1 апреля запомнился в истории. Сейчас прервемся на душевную музыкальную паузу, а после в студии появится наш гость. Мы снова с вами, программа «Твой день» в прямом эфире. В прямом эфире Ирбиса, и в студии я, Асель Аскербекова. Возвращаемся к основному. Талант и большое желание нашего героя помогли ему добиться популярности. Десятки тысяч просмотров на каверах в соцсетях, приглашения в студии известных телеканалов, интервью, узнаваемость в родном городе и еще, что немаловажно, любовь к творчеству известного певца сделали нашего героя известным. Ербулат Байдауров, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Как Хорошо, вы доехали? Отлично. Угу. Сегодня 1 апреля. Да. С чего начался ваш день? Ну, пока ничего так. А вообще сегодня как бы день смеха, день дураков. Кого-то разыгрывать, панковать. Да. Так, а так бы пока я еще никого не разыгрывал. Еще не успели, да? Да. Ну, еще ничего страшного, еще не вечер, да? Ну, давайте начнем с самого интересного. Шоу Малахова «Привет, Андрей». Когда вы на нем были и как вам вообще ощущения? Это было в прошлом году, в 23-м году, в феврале месяце. Они позвонили мне, как бы до
хотят, чтобы мне позвонить, они посмотрели мои сюжеты. Я выкладываю в ТикТок, в Инстаграм. И они увидели в соцсетях ролик, где я пел песню Шатунова. И понравился. А программа была чему посвящена? Как раз... Программа вообще это как бы песня от всей души. Таланты со всего мира. Ну, не со всего. Он приглашает с России, с Казахстана. И с Казахстана я попался на ролик. И меня пригласили на эту студию. Интересно. Ну как вам вообще сам Андрей Малахов? Какой это человек? Мне, например, как ведущий, тоже интересно узнать. Да, он как ведущий вообще профессионал в своем деле. А как человек он очень хороший, добрый человек. Кстати, зрители дорогие, у нас есть фотография Ербулата и Андрея Малахова. Сейчас она высветится у нас на экране. Ну, давайте пока продолжим. Как вам вообще вот студия? Огромная студия? Студия. Телекомпания сама? Да, очень огромная, здоровая. Там персонал даже, можно сказать, за 100 с лишним работают люди. Девушки, молодые, парни, все работают за одним круглым столом сидим. Ну, все как бы отлично. Команда огромная, да, все команда грандиозно. Замечательно. А как вам Москва? Вы вообще в первый раз были в Москве? Первый раз был, да, в Москве. Вообще, до этого я в 41-м году был на войне, да. Это как бы первый раз, да, это мой визит, первый визит мой в Москве. Конечно, я на Красной площади не был, не успели, но я побывал в парке ВДНХ. Это самый хороший там уголок, где вот приезжают люди и смотрят. Там, короче, 15 республик, уголки. Да. Казахстан, Азербайджан, Армения. Вот там. И меня туда отвели, показывали город. Очень хороший, красивый. Я в Москве был 2 дня. Хотели бы вот еще раз вернуться и посмотреть получше город? Или это не ваш ритм жизни? Нет. Конечно, охота посмотреть. В Москве охота побывать. В Санкт-Петербурге, везде. Ну, конечно, вообще начинать с нашего, с Казахстана. Но насколько много городов вы посетили в Казахстане? Ну, я был в Алмате, в Астане, в Караганде, в Семей. Это как бы наш край Семей. Я там сам ближе к Семей, восточному Казахстану. Вы родом оттуда? Да. Ну, это как бы Павлодарский и Восточный Казахстан. Я посередине. Это Майский район. Там оттуда вообще с родом. А Семей рядом, там 130 километров. Это мой как бы родной звучит. Ну, вы пока в изучении казахстанских земель. Дальше уже перейдете к другим, да? Да. Замечательно. Ну, вернемся опять к вот этой программе. Ваша любовь к Шатунову, да? Программа Андрея тоже какая-то часть была посвящена ему. Вы съездили на Троекуровское кладбище, на могилу к Юрию Шатунову. Какими были ваши ощущения? Это же ваш кумир? Кумир, да. Я скажу вам, с 12 лет я начал петь. Это 92-й год далекий. Вот, и в те года были песни 80-х. Казахских исполнителей тогда мало было. 12-летний парень, мальчишка я бегал. У нас в семье, большая семья у нас, 11 детей. И все слушали песни. Там «Мираж», группа Modern Talking зарубежная и «Ласковый май». И в деревне что, каждый день слушает наши братья и сестры, слушает Шатунова. И я бегаю во дворе, слушаю песни «Белые розы». И в те время я уже в том возрасте я полюбил эту творческую группу «Ласковый май». И начал петь, вместе подпевать. И по сей день сейчас как бы с малых лет выбрал эту песню, репертуар, и начал петь. И мечтал вот, как бы видеть его, Юрку, побывать на концерте, конечно. Потом уже как подрос, уже, как бы сказать, уже 20 лишним. И в 2006 году в Павлодаре приезжал концерт «Ласковый май». Ну, не «Ласковый май», а Юрий Шатунов. Да. У меня не получился. Как я хотел пойти, но не получился. И вообще у меня не получилось с ним встретиться.
на концерте побывать. И когда мне звонили в прошлом году с Москвы, и мне сказали: Ярбулат, вы как поклонник Юрия Шатунова, вы бы не увидели, как я живу. Вы бы хотели побывать на кладбище? Мы вас отвезли. Я говорю: конечно, не против. Раз я туда лечу, конечно, как бы не побывать там на кладбище. Все, они предложили, я поехал на кладбище. А то, что в момент на кладбище, все думают, что как бы я заранее все это подготовлю. Нет, мне сказали, девушка и парень сказали, оператор: ты, Ярбулат, от себя все скажи. Как ты мечтал посмотреть концерт, побывать, как ты хотел встретиться с Шатуновым. Да. Это все у меня накопился в душе. И все вот это. И все выплеснул, короче. Все эмоции высказал. Да, все за эти годы. И мне, знаете, прям жалко стало, что там смотрят на меня, улыбаются. А некоторые не понимают, типа, что ты плачешь там? Да. Кому как? Кто-то любит другой исполнитель, кто-то любит другой. Да. Ну, сюжет действительно очень трогательный. Да. Я вот накануне все пересмотрела. Все искренне, да. Все от души. Ну, то есть вот почему у вас это вызвало такие эмоции? Потому что, ассоциации с «Ласковым маем», с Юрием Шатуновым — это детство. Конечно, это мое детство. Все мое детство прошло через «Ласковый май». Я не говорю только, я люблю «Ласковый май», я люблю все песни. Там, любые группы исполнителей. Но именно вот «Ласковый май» по душе. А какая композиция больше всего вам нравится? Из репертуара «Ласкового мая» там много песен, почти можно сказать. Все песни хорошие. Там нет, это хорошее, это не... Нет, ну вот ваш фаворит, вот что вот самая любимая ваша песня? Ну, я начинал с «Белых роз» из наследия. В деревне это был Анши Балапал, конкурс. Там меня пригласили. Ты будешь петь «Белые розы». А, это вам дали установку, все, «Белые розы». Ты «Белые розы» будешь петь. Им не важно, что я могу, не могу, но они уверенно сказали: ты будешь петь «Белые розы». Все, я на сцену выхожу, зал полный, белая рубашка, черная бабочка, брюки, микрофон, рядом дед аккомпанировал гармошкой. И пел я песню «Белые розы». Спел, все довольны. Спускаясь по лестнице обратно, давай. А вам вообще как, волнительно было? Или вы так вышли? С одной стороны волнительно, с другой стороны приятно. Смотришь, публика на меня смотрит. А как вы оцениваете тогда свое выступление? У вас уже был тогда голос, талант? Да. А, у вас изначально это уже было? Да. У меня многие спрашивают: а, Ярбулат, у тебя музыкальное образование есть? Вообще, ты заканчивал свое? Я говорю: у меня музыкальное образование нету. Некоторые с деревни приезжают в город, поступают на музыкальное училище и проходят вокал. Да. А я проходил свое время в деревне. У кого, знаешь, я говорю, они спрашивают, у кого? Я у коров, у баранов проходил. Как это? Мы вместе мычали, да? Нет, я баран пас, короче, я бараны пасу, коровы в деревне, да, в лесу, в степях. И они лежат, я им пою песню. Я представляю, как будто они зрители. И они учители по вокалу. Я спою любую песню, пою, и одна корова на меня смотрит, и жвачку жует, и на меня гривой машет. Заценила типа вас, ты да? прошел. Замечательно. Если домашние животные не одобрили, значит, все, езжай дальше. Понятненько. Ну вот, вы уже чуть-чуть рассказали как раз о своем детстве, о том, как вы пришли. Это был ваш дебют, да? Да, это первый детский дебют конкурс? в деревне. Да, это детский конкурс Анши Балапан. Так, пока что обратно к телевидению придем. А какие еще программы вы посещали? Какие интересные, может быть, что интересное, на какие вас мероприятия приглашали? Приглашали пока такие мероприятия, на УРС, 8 марта, по деревням, потом в город приехал, концерт. Потом после Москвы уже начинали меня везде. Вас заметили? Да, заметили и пригласили. На набережную пел, на площади. Потом частично концерты давал я. По Павлодарскому району. Я в прошлом году концерты давал. Концерты. И все, что интересно, в
каждой деревне, в каждом районе зал полный, как будто сам Шатунов приехал. Я песни пел, песни Шатунов пел. Кстати, вы в прошлом году выступали в Леркес променаде. Да. Дорогие зрители, у нас есть небольшой видеоролик того, как это было. Давайте посмотрим, взгляните на экран. Замечательное выступление. Кстати, дорогие зрители, может быть, вы были на этом концерте. Если были, если слышали эти песни, обязательно пишите, звоните по номерам, указанным на экране. Можете поделиться впечатлениями. Мы обязательно примем звонок. Так, ну а мы вернемся к беседе. Вот вы говорите, что вы выступали у нас по Павлодарской области, в Павлодаре непосредственно. Как вам вообще павлодарский слушатель? Вот вы говорите, в деревнях, например, да, в разных, вы приезжали туда, что залы были полные. Насколько много было, мне интересно просто аудитория, там больше, например, пожилых, взрослых людей? Или, может быть, на ваше удивление, там было очень много молодых людей, подростков? Я вам скажу, нет, знаете, в одном деревне я давал концерт, и мне было так удивлено, что там молодые девчонки. Молодые вообще школьники, школьницы. И они после концерта выбегают ко мне и на фото, селфи, фотографируют, отмечают на Инстаграм, подписываются. И, короче, по нации 50 на 50. Одна деревня вообще там 80% русское население. Это Лебяжинский район, Ольгинка есть там деревня, там все русские. И я стою перед началом концерта за кулисами, и я смотрю, вот, и все русские там сидят. Трое казахи, трое казахи. Я по себе думаю, ё-моё. Вы переживали за то, да, как вы выступите? Да, как я сейчас буду показывать. Нет, всем понравился. Они все сидят, смотрят, как будто там ласковый май выступает. Но я от всей души на все 100 выкладывался. Я пел конкретно. Там у меня живой все было. Я как бы раньше в детстве я мечтал. Хочу дать такой концерт. Просто, знаете, здесь одно но есть. Просто это не мои песни же. Да. Потом все пишут, Ербулат, молодец, у тебя хорошо все получается. Но как бы на будущем свои песни надо. Свои песни. Да. Я говорю, конечно, знаю. Просто свои песни надо чуть-чуть добавлять, чуть-чуть, и чтобы народ привыкал. А то если я сразу начну свои песни, меня же как бы знают, как... Меня знают как Шатунов. Поет песни Шатунова. А своих песен нет уже. То есть вы планируете стать автором своих личных песен? Да. Вот, кстати, в этом году я планирую. Сейчас пишет мне один парень песни авторские на казахском языке в стиле 80-х. Вот скоро выйдет песня. Только я не знаю, как будет эта песня, как будет слушать народ. Будет хитом или нет, это уже как народ будет судить. Ну, будем надеяться, что все пройдет у вас хорошо. Давайте не сглазим. Да. Так, а вообще, вот, кстати говоря, вы же сказали, что очень много подростков было. Вот мне кажется, как вы думаете, в связи с чем? Вот все в этой жизни циклично. Да, та же мода, да, та же мода на одежду, та же мода на музыку. Мне кажется, вот благодаря соцсетям, те же Инстаграм, ТикТок, вот форсят, да, например, опять все эти песни. И мне кажется, вот поэтому дети узнали об этих песнях и вот пришли на концерт. Да. У меня сейчас, я вам скажу, в Инстаграме 27 тысяч подписчиков. Это все живые аккаунты. До Москвы у меня мало было подписчиков. Как после Москвы начали подписаться. Каждый день по 60, по 70 подписываются люди. Комментарии это вообще
Это надо сутками сидеть читать. Мгм. Комментарий за комментарий. В общем, оживил мы. То есть шоу Малахова дало как бы Да, толчок. большой рекламы мне дал. Мгм. Реклама хорошая. Интересненько. Так, а теперь вот поговорим про ваш талант, про пение. Вот давайте еще раз этот момент обговорим. Это действительно талант или вы работяга? Вы работяга или счастливчик? Нет, знаете, вообще говорят, пословица есть такой хорошая. Из 100% это 99%. Из 100% 1% талант, 99% это труда. Усилия, да. Надо трудиться, да, усилий. Видите, это как бы, можно сказать, от Бога рожденный талант. Мгм. Почему? Потому что я так думаю, потому что у меня музыкальное образование, ничего на вокал ничего не ходил, Да. никуда не ходил. Это как бы от Бога, можно сказать, дар Божий. Мгм. И плюс к этому талант, это усилие. Мгм. Я вот в наушниках пою, репетирую дома. Дома хожу в свободное время и пою. И сегодня так пел, завтра не так. Вот уже как бы думаешь, так анализируешь. Так, надо так петь, не так петь. А не так. А вокал это тоже хорошее учение, конечно. Но я на вокал не ходил. Мгм. Ну, вот не было никогда желания пойти на вокал? Или вот Я, кстати, недавно сходил на вокал просто для себя. Я хотел просто, они мне сказали, какой у меня тенор, 2 или альт. Я же не знаю, что у меня какой. какой у вас уровень? Да, чтобы они мне поставили. Диагностику провести. Да, да. Мгм. Они сказали, у тебя тенор 2, говорят. Тенор 2. Я могу высокий петь и могу низкий петь. Потом мне сказали, Ерболат, одну песню спой, а я как представлял им. Я как новичок. Я хочу петь там, я хочу быть, чтобы караоке в клубе хорошо меня слушали. Они не знают, что я был там в Москве, не Да, знаю. Короче, я песню выбрал и спел одну песню, у них шары такие. Мгм. Вот так на меня смотрят, нифига, вы хорошо поете. Оказывается, у вас голос профессионал. Я говорю, спасибо, да, я вообще пою с малых лет. Мгм. А голос, вокал, это все нормально у меня. Мгм. Тенор 2 у меня. Мгм. Все, диагностика есть. Да. Я еще, знаете, я еще голоса меняю. Когда я пою, женские песни я могу петь. Это какие, например? Например, дуэт, например. Там песни есть дуэт. Ну вот то же самое мы, например, я поставила первую песню Егор Крид и Максим. То есть партию Максим вы спокойно сможете спеть. Да, да, да. Мгм. Например, из 80-х, там, из старых, из новых. Вот так. Ну вот можете какую-нибудь женскую партию напеть пару десятков секунд? Ну, сейчас постараюсь, просто у меня сейчас горло, ну, ничего. Я думаю, наши зрители поймут. Поймут, Да. строго не будет судить. Например, группа «Мираж» из 80-х. «Я снова вижу тебя». Это начинается так. В одиночестве, мечтах, на большой чужой земле, день за днем летел от шумной жизни в стороне. Это такое. Это женская Ну, песня. это высокие ноты Да. для мужчины. Вы Я хорошо. снова вижу тебя, я снова вижу во сне, я все же верю, что ты вернешься вновь ко мне. Это «Мираж» группа. Мгм. Если- Не, ну несмотря на болезнь, у вас очень хорошо Да, особенно просто слышится. у меня Мгм. голос болит. Мгм. Так, то есть вы, получается, можете повторять голоса не только, например, Шатунова, но и вообще многих авторов. Да, Мгм. я Андрей Губин пою, «Руки вверх», Виктор Цой, шансоны. Любые песни, казахские песни, да, любой пою. Например, Губин, Андрей Губин, знаете, не знаете? Знаем. «Милая моя далеко». Мгм. Он начинает так, он в 98 году пел. Полночь за окном непроглядная, где же ты, моя ненаглядная, сердцу дорогая и странная, не со мною ты, не со мной. Ну, так Ой, поет. Это Губин. Прям похоже. Действительно. Просто у меня сейчас Мгм. состояние такое. Ну, вы приболели. Да, приболел. Мгм. Ну, ничего страшного, мы вас понимаем. Кстати, вы же занимаетесь не только пением, вот чем еще? И, насколько я знаю, озвучкой. Озвучкой как бы для себя. хобби Да, просто. да, хобби. А так я могу рекламу на озвучке делать. Мгм.
начитку имеется в виду. Только не так своим голосом, а персонажем из мультяшек, Вот какой из персонаж фильма. ваш коронный? Да. Мои коронные озвучки – это из фильм 90-х, видеокассеты, видишь? Да. Там два было озвучка. Александр Володарский и Гаврилов. Они озвучивали раньше видеофильмы. Этот Арнольд Шварценеггер, знаете? Да, конечно, да. Раньше озвучивали. Сейчас, например, фильм смотришь, дети смотрят, там озвучка очень хороший дубляр. Там, значит, если, например, мальчик говорит, мальчик, голосом мальчика, Да. девочка, а раньше такого не было же. Один голос только. Например, Изо всех. Поймешь, папа ложит дочь, спит, там, Укладывает. да, укладывает и говорит: спокойной ночи, папа, спокойной ночи, там, Сара. А раньше такой озвучка: спокойной ночи, папа, спокойной ночи, Сара. Не поймешь, кто говорит, а это потому что одноголосый же. И раньше такой озвучка была. Например, сейчас, знаете, этот фильм сейчас я вам, Харри Дэнс. Твой папа был алкашом, изверг. Знаешь, это кто озвучал? Да. Нет. Джокер. Фильм Фильм такой «Джокер». А это профессиональная озвучка вообще конкретно. А раньше такого не было. Там пиратские озвучки были. Пора истекать кровью, Берг. Вы напрасно меня похоронили, ведь я же не мертв. Вот так озвучали. Это Гаврилов озвучили. Вот я, например, могу рекламировать голосом Гаврилова. Приходите в торговый дом Тулпар, бутик 265. Вы по-любому знаете, примерно такой озвучка. Это начитка называется. Или Гаврилов. Он озвучил и фильм Арнольд Шварценеггера. И восстали пепла ядерного огня в Лос-Анджелес, 2029 год. Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Майкл Пайн в фильме «Киборг-убийца». Вот так озвучивают. Слушайте, прям перевоплощение. Да. Можем озвучивать вокзал. Тан-тан-тан-тан. Производится посадка по маршруту «Спутник пограничный Халкоман». Время отправления 15:30. Пройдите к автобусу 504. Вот такой. Замечательно. Ну, вы такой талантливый, больше творческий, да, человек? Да, творческий. Так. А как к вашим хобби, к вашей деятельности относятся ваши родные? Хорошо относятся. Дома, наверное... Они уже относились, уже все, устали. А как к вам относятся ваши, например, в Павлодаре? Вот вас увидели, узнали. Вот как вообще павлодарцы относятся к вам? Павлодарцы уже меня начали узнавать уже в автобусах, в общественных транспортах, в развлекательных, ну, там, торговых домах, на улицах. Смотрят: о, это же Шатунов поет, да, можно с вами фотографироваться, там, я такой, да, простой. У меня такого нету, просто простой. Так, а вот именно что сравнивают с Шатуновым, это не обидно? Или вы уже вырабатываете свой стиль, поэтому вам на это все равно? Ну, сейчас так идет, что меня назвали казахский Шатунов. В Москве, например, сам Шатунов, я здесь казахский Шатунов. Да. И что удивительно, русские тоже полюбили меня. Принимают, молодец. Я комментарий читаю же, там вообще один комментарий прочитал, я сам в шоке, офигел. А одна пишет, короче: вы вообще даже перепели Шатунова. Я говорю, это уже чересчур. Никто не может перепеть Шатунова. Автора, да. Например, вы Асель, да? Да. Я не могу быть как вы. Это вы личный человек, вы единственная девушка. Чему я единственная. Такого не может быть, чтобы человек перепел одного исполнителя. Может просто рядом петь. Может, схоже, там, похоже. Но перепеть это невозможно. Соглашусь. А есть, многие пишут, некоторые пишут: о, вы как бы не перепоете Шатунова. Так и нету цели, да, наверное? Нет такого цели нету. перепеть, да. Я просто в детстве как слышал его, и так и передаю. Какой он в свое время атмосферу дал нам, вот Шатунов, я принял и вот так передаю. Замечательно. Ну, что еще мы можем? Может быть, что-то мы не обговорили. Это еще бы хотелось затронуть. Так, ну вы хотите стать автором песен, а в каком стиле? 80-е? Вот вы о чем хотите Да, писать? вообще в стиле 80-х мне нравится. Направление казахский, русский. Например, куплет первый казахский, припев русский,
куплет, второй куплет русский, вот так перемешивать. Полиязычные Потому песни. что сейчас мода, сейчас Да. у нас такой тренд идет. Все любят на казахском, на русском. Можно на русском, можно на казахском, без разницы. Сейчас первая песня сейчас пойдет, не знаю, как стрельнет. Если стрельнет хорошо, по этим стопам будем идти. А если нет, то другое направление уже. А так я в любом жанре могу петь. Ну вот вам больше что нравится? О чем нравится больше? О любви, там, не знаю, лирика какая-то прям грустная. Про отан, про родину можно, про маму можно петь, про любовь к природе, например. Без разницы. Главное, песня хорошая. Самая главная, песня хорошая. Видите, некоторые исполнители думают, они уделяют больше на клипы, уделяют на аранжировку внимания. Тренды На какие-то, да, сейчас внешний что? вид. Я всем хочу сказать, главное надо уделять на голос. Если у человека нет голоса, нет слуха, это толку нету, ты вложишься миллионами на клип, на аранжировку, это бесполезно. Оно не будет хитом. Вообще хит делает кто, знаете? Это народ делает, слушатели. Простые люди, вот, которые... Например, ваша песня вышла, да? Мне понравилась ваша песня. Но я смотрю клип, там клип не очень. Там, например, через телефон сняли. Но здесь клип не важен, важен ваш голос. Вот люди эти не понимают, таких нюансов не понимают. Ну, есть отдельная категория людей, для Я которых говорю, важна картинка. если у человека голос хороший, тембр бархатистый, сочный, да? Ну, приятно слушать, и ему это не важно, что у тебя клип какой, там, на чем ты одет. Вот. Значит, у тебя голос хороший. Тебя любят, народ полюбили, и вот эта песня будет у тебя хит по-любому. Вот я так хочу. Дайте молодым исполнителям. Я с вами согласна абсолютно. Ну, тогда спасибо, Ербулат, за беседу. Было с вами очень интересно пообщаться. Вы можете передать привет или поздравления своим родным. Сейчас они, наверное, вас смотрят. Может, кому-то хотите сказать просто спасибо. Ну, что я хочу сказать? Всем павлодарцам, наши жители города Павлодара, гости, всех поздравляю. Во-первых, сейчас священный месяц Рамазана у нас идет Рамазан, да. С прошедшим вас с Новым годом. И сегодня праздник, День смеха, День дураков. Можете кого-то разыгрывать. И всем желаю добра, счастья. Самое главное, здоровья, не болейте. Оставайтесь такой красивой молодой. Рахмет, спасибо вам. Спасибо вам, что вы пришли. Ну а мы, дорогие зрители, пока прервемся на рекламную паузу, а после узнаем, что нашептали нам звезды сегодня. Дорогие зрители, мы снова с вами. Программа «Твой день». Работаем в прямом эфире. Как обещала, астрологический прогноз. Что нам пророчат звезды сегодня, 1 апреля? Астрологи подсказали. Овны, ваши запросы возрастают, и это хорошо. Но излишняя требовательность как к себе, так и к другим людям не приведет ни к чему хорошему. И еще сегодня особенно контролируйте свои эмоции, и тогда вы сможете свернуть горы. Тельцам день, как и вся неделя, принесет разочарование. Будет казаться, что вас недооценивают, желания не удовлетворяются должным образом и так далее. Совет на день. Не верьте обещаниям других людей и сами реально оценивайте свои возможности. Тогда все станет лучше. Близнецы, сегодня вы склонны поддаваться слабостям, крупно потратиться, заедать неудачи, раствориться в удовольствиях и лени. Будьте аккуратнее с этим, чтобы не подорвать свое здоровье. Дальше. Раков 1 апреля монотонность жизни будет раздражать. Приветы из прошлого очень будут утомлять, потому что особенно активизируются бывшие партнеры. Но лучше сейчас совсем разобраться и не нести ненужный груз в свое прекрасное будущее. Львы. Неделя перед солнечным затмением 8 апреля одновременно сложна и важна для вас, поскольку Солнце является вашим управителем и покровителем. Не принимайте судьбоносные решения и спокойно проживите этот непростой период. Уже скоро появятся благоприятные возможности. От решительных действий переходите к дипломатии и учитывайте интересы окружающих. А вы, девы, если желаете сменить работу, запустить проект и тому подобное, выберите другой период и точно не сегодняшний день. И совет на сегодня – не доверяйте незнакомцам и цените лишь тех, кто рядом. Весы, сегодня вам хорошо будет подумать обо всех сферах вашей жизни.
Вы определите ту, которая потребует большего внимания. Именно сейчас можно многое изменить в лучшую сторону. И да, сегодня постарайтесь избежать конфликтов и не попадайтесь на уловки мошенников. Такое тоже возможно. У скорпионов сегодня много сил и энергии, которые позволят глубоко разобраться во всех вопросах и решить самые сложные задачи. Склонность к постоянным трансформациям и саморазвитию позволяет вам точно видеть и понимать других людей. Поэтому полезно в течение дня и недели заняться улучшением сферы личных и деловых взаимоотношений. Но если вы имеете взрывной характер, постарайтесь не ухудшить текущее положение вещей. Для стрельцов день хорош тем, что можете проявить себя в общественной деятельности, политике или преподавании. Или собраться со старыми друзьями, вспомнить лучшее из прошлого. Сегодня именно вы можете стать опорой для близких людей в непростой период для кого-то из них. Козероги, звезды советуют вам попробовать погрузиться в свой глубокий внутренний мир, который закрыт для других, и найти причины проблем. У вас есть все шансы провести в жизни конструктивные преобразования и устранить существующие проблемы на сегодня, если только вы будете честны сами с собой. Ну и Водолеи, вы умеете выделяться из толпы, однако сегодня постарайтесь сделать это так, чтобы это не прошло через скандал. Именно сегодня и на этой неделе вы можете испытать невероятные инсайты и озарения. Энергия у вас бьет ключом, главное направить ее в нужное русло. И гороскоп для рыб. Рыбы, сегодня у вас могут возникать обстоятельства, которым трудно будет противостоять. Многие представители вашего знака почувствуют прилив нежности, а также желание потакать своим удовольствием. С последним сегодня аккуратнее, ведь лень и переедание приводят к проблемам со здоровьем. Таким был гороскоп для всех знаков зодиака на 1 апреля. И все же, дорогие зрители, помните, главное, независимо ни от чего, ваш день в ваших руках. Ну а время прощаться у нас с вами уже подошло. Надеюсь, программа «Твой день» вас осчастливила и прибавила вам бодрости. Для вас работала Асель Аскербекова и прекрасная команда «Твоего дня». Ну а мы увидимся с вами уже завтра. До встречи в эфире. В студии была Асель Аскербекова. Всем до свидания.